Добрый вечер, дорогие друзья. Очередная программа «Просто колесо» в эфире в блоке программ «Добрый вечер, Нерюнгри». Сразу несколько слов о новинках музыки, которые поступили к нам в студию звукозаписи. Это сборный альбом группы Led Zeppelin. Очевидно, он записан с новым барабанщиком, с сыном почившего в Бозе Джона Бонема, Джессоном, потому что название альбома Remasters, то есть перезапись, и, в общем, альбом должен быть очень интересный. Там собраны лучшие песни группы за период с 69 по 76 год. Затем еще один хард-роковый музыкант выпустил альбом. Это Билл Уард, барабанщик группы Black Sabbath. Это его первая сольная работа. Ну и я думаю, что любителям хард-рока будет интересно это послушать. Далее очень активно начал работать Гарри Мур, бывший гитарист группы Tin Lizzy, а также участник многих проектов хард-роковых. Вот уже второй альбом за прошлый год до нас наконец-то дошел. Из поп-музыки Bad Boys Blue, Fancy, затем двойной альбом Пола Маккартни, тоже сборник его лучших вещей. Советской музыки интересной, в общем-то, нет. Так, 2-3 команды типа «Ласкового мая» — это группы «Школа» и «Сладкий сон». И, наконец, сборник Миши Шафутинского, тоже по звучанию он 90 минут, двойной. Это для любителей, так сказать, русского зарубежья. Ну и теперь небольшой обзор по прессе музыкальной. К сожалению, мы пока не имеем возможности использовать в своих обзорах такие журналы, как New Musical Express или Melody Maker, поэтому ограничимся «Комсомольской правдой», «Музыкальной жизнью» и вот интересный журнал «Эхо планеты». Начнем с самого интересного. «Эхо планеты» в своем последнем номере напечатала цикл хит-парадов из журнала Billboard. Здесь лучшие синглы, лучшие альбомы, лучшие синглы в стиле рэп, лучшие альбомы в стиле ритм и блюз, ну и так далее. Правда, непонятно, почему в категорию ритм и блюз попали Джанет Джексон и МС Хаммер, которые работают, соответственно, в ритм и соул и в стиле рэп. Но там на Западе им виднее. И самое интересное, что напечатала «Эхо планеты», это очень такой краткий, но объемный по содержанию материал о Джонни Ленноне и с такими хорошими фотографиями, со всеми пластинками, с обложками пластинок группы Битлз. Очень интересно здесь, начиная с 40-го года, то есть года, когда родился Джон Леннон, и заканчивая 80-м годом, когда его застрелили. Далее журнал «Музыкальная жизнь». Последний тоже номер прошлого года. Два материала, которые заинтересуют любителей популярной музыки. В частности, это статья английского музыковеда Шеридана Морли о искусстве лондонских хитменов, как он их называет, то есть авторов мюзиклов. Здесь интересный материал о Эндрю Ллойде Уэббере. Это, как вам известно, автор таких рок-опер, как «Иисус Христос, суперзвезда», «Эвита». Также он написал самую популярную оперу, мюзикл 80-х годов «Кэтс», «Кошки». Вот. И для любителей хард-рока большая статья о фестивале «Монстры рока СССР». Здесь и «Маркиза», и «Ария», и «Мастер», и «Черный кофе», и много других команд. Интересно будет почитать, хорошо написано. Написал эту статью некий Георгий Тюрин. А далее наша «Комсомольская правда» очень усиленно печатает всевозможные хит-парады. В частности, хит-парад «Комсомольской правды». Они разделились на две части: поп-рейтинг и рок-рейтинг. В поп-рейтинге
такие группы, как Любэ, Ласковый май, ну, конечно, Дима Маликов, Пресняков, Пугачева, Сталкер и многие другие. В рок-рейтинге Кино, Наутилус Помпилиус, Алиса, ДДТ, Аквариум, Настя, и далее идут хардроковые и свердловские почти все команды. Также список журнала Radio and Records, радио и пластинки самых популярных в США песен 1990 года. Здесь тоже знакомые лица. В прошлых передачах они говорили: Дженнет Джексон, Марайя Кэрри, Уилсон Филлипс, МС Хаммер, Роксет, Мадонна, ну и многие другие. Вот. Очень интересная информация была, почему-то мы ее пропустили, от 4 января в «Комсомольской правде». Наконец-то у нас в стране появилась студия грамзаписи, независимая от мелодии, альтернативная студия. Это фирма Эрио, которой управляет некий товарищ Лавров. Его планы очень интересны, дай бог, чтобы они осуществились. Это, например, пластинка барда из Свердловска Андрея Воха, очень интересный музыкант. И вот он здесь говорит о том, что хотел бы записать аукцион Башлачева. Ну, я думаю, что это было бы здорово просто. Далее несколько материалов о андерграунде нашем совете. Статья, которая в заглавии цитирует Бориса Гребенщикова: «Видит Бог, я устал быть подпольным певцом». Потом Артем Троицкий, как всегда в своем амплуа, выдает гороскоп на самых популярных зарубежных и наших советских музыкантов. Очень смешной материал. И небольшая заметка о группе Любэ, песни настоящих мужчин. Ну, мужчины настоящие, не знаю, как песня. Вот. А в заключение я хотел вам предложить подписываться вот на такие интересные журналы, как Time и Newsweek. Здесь тоже бывает информация о музыке. Не знаю, может быть, подписка у них тоже еще не завершена. И вот, побывав на днях в нашем универмаге «Товары для дома», я приобрел несколько пластинок, и, в общем-то, очень замечательных пластинок, и хочу вам их показать. Для тех, кто редко бывает в «Товарах для дома». Памяти Аркадия Северного. Ну, это, я думаю, это просто блокбастер, это бомба. Никогда не думал, что наша фирма «Мелодия» раскрутится на такую пластинку. Здесь он поет свои известные хиты: «Поручик Голицын», «Господа офицеры», «Журавли», ну и многие другие. Далее сигнальная серия пластинок из ленинградской студии грамзаписи. Вы знаете, сейчас там сидит главным редактором Андрей Тропила, и вот чувствуется, что воспитанник Ленинградского рок-клуба занялся хорошим делом. Значит, здесь эта пластинка состоит из 4 групп. Это группы «Ноль», неформальное объединение молодежи, клуб кавалера Глюка и, не знаю, группа «Кризис». Это пластинка, которая дает представление о каждой из них, и в скором времени все эти группы выйдут с сольными пластинками. Далее Александр Кутиков, «Танцы на крыше». Это второй музыкант из группы «Машина времени», который записал свою сольную пластинку. Андрей Макаревич выпустил свой альбом сольный в 1989 году. Но, судя по тому, что он делает в «Машине времени», здесь альбом, на мой взгляд, очень вялый такой. Эклектика сплошная у Александра Кутикова. Может быть, он устал или какой-то хандра у него какая-то. Вот интересная пластинка. Первый раз я увидел в нашем городе пластинку на украинском языке «Чумацкий шлях», Назарий Яремчук, та ансамбль «Смыричка», которые были популярны где-то в 70-х годах. Вот. Но я для себя купил, как уроженец Украины. Иногда бывает интересно послушать рідну мову. Ну и 2 пластинки, которые меня просто обрадовали. Я о них как-то слышал, и вот, наконец-то, они до нас дошли. Это Пол Маккартни,
со своим альбомом 89 года Flowers in the Dirt, цветы в грязи, причем даже конверт похож на фирменный. И компиляция группы Black Sabbath из двух ее альбомов 69 и 70 года. Значит, здесь собраны хорошие песни, потому что и альбом Black Sabbath 69 года, и Paranoid 70-го, оба хорошие альбомы, там нет проходных вещей. Вот поэтому сборник получился очень хороший. Единственное, обидно, что он какой-то у нас все-таки пиратский, потому что выпущен не по лицензии, а из фонограммы Межмедиа рок-архива какого-то товарища Шалабасова. Вот, ну да бог с ним. На этом я хочу закончить сегодняшний обзор. До свидания, всего хорошего.